Мы здесь находимся, в основном все семейные, у всех есть дети. Ну, все, что делается, вот это все, что сегодня вот мы все чем занимаемся, это все для будущего наших детей, для наших будущих поколений. Все это было ради того, чтобы вот наше поколение было независимое, свободное, жили нормальной, свободной жизнью. Это чуть ли не единственные кадры военной хроники, на которых запечатлен Астамур Адлиба. Очень скромный по натуре человек. Он не особо любил давать интервью, что, впрочем, не помешало ему впоследствии заниматься общественной работой. Астамур Адлиба – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона. Очень ответственный, деятельный и доброжелательный. Так тепло о нем говорят сегодня близкие, друзья и однополчане. Человек с сильным характером и очень простой в общении. С ним легко можно было найти общий язык и сдружиться, говорят они. К сожалению, мы теряем своих друзей, боевых друзей, прекрасных людей, чудесных людей, патриотов, в том числе, конечно же, вот Астамур, как мы его называли прочие, Тамука. Для нас он так остался Тамукой. Прекрасный парень, очень сблизились как люди. Мне бы не хотелось вот героизировать, там, да, вот мы привыкли. Да мы герои все, те, кто стал на защиту своей родины, мы уже герои. Он, по сути, был прекрасным человеком. То, что он был с оружием в руках, это уже великая характеристика как патриота. Все это в нем было, и самое интересное, что мне было приятно с ним дружить и воевать, как с надежным человеком, очень порядочным. С самого начала войны Астамур Адлиба воевал на Восточном фронте. Участвовал во всех боевых операциях. Но во время мартовского наступления, когда формировался Сухумский батальон, Астамур Адлиба перешел на Гуместинский фронт и встал рядом со своими друзьями. Он был одним из самых надежных и сильных духом бойцов в Сухумском батальоне, говорят его однополчане сегодня. Астамура Антоновича мы знакомы давно очень, еще из довоенных времен. И на войне мы встретились в Сухумском батальоне. И вот с первых дней формирования Астамур в нашем батальоне. Значит, все, наверное, знают, что в основном в Сухумском батальоне воевала молодежь. Средний возраст был 20-22 года, это был средний. И когда такие уже опытные и ребята, как Астамур, пришли в батальон, мне, например, я очень обрадовался, потому что их опыт жизненный и уже имеющий боевой опыт и имеющий жизненный опыт должен был помочь в организации батальона и в его боевом пути. Сразу после войны в 1993 году Владислав Арзенба назначил Астамура Адлиба директором туристической гостиницы «Айтар». Он пришел буквально на пустое место, начал работу с нуля, собрал сплоченный коллектив и отдавал всего себя работе. Так говорит об Астамуре Адлиба один из самых близких его друзей Роман Гвинджия. Сразу после войны, вы помните, в каком состоянии был город, не было ни коммуникации, ничего. И Астамур вот пришел вот на этот объект, где мы сегодня стоим, гостиница «Айтар». И этот объект был в очень разрушенном состоянии, в жутком состоянии. Вы, наверное, знаете, здесь дислоцировалась и грузинская военная полиция, и многие другие их силовые структуры, которые, когда отсюда уходили, просто разбомбили, разграбили все и так и ушли. И практически на пустое место. Но вот в Астамуре всегда поражала его работоспособность. Он не мог сидеть на одном месте, он практически мог работать 24 часа в сутки. Он смог найти вот здесь людей, которые раньше работали на этом объекте, новых людей, привлек их сюда. Вы помните, тогда работали за полбулки хлеба, но вот ему удалось вот ту сегодня красоту, которую вы видите, это все благодаря прежде всего его личным усилиям. В 2002 году Астамур Адлиба был назначен министром по делам молодежи и спорту, курортам и туризму Абхазии. И на этом поприще он проявил себя очень деятельным руководителем. Астамур Антонович также возглавлял в самые сложные времена. Вы понимаете, когда и граница была закрыта, и потоки туристические были ограничены. В то время продвигать также на туристском рынке очень сложно было. В его времена также и на туристических форумах тогда, да, как Абхазия не могла принимать, но при этом он находил через туристические компании, оказывал поддержку
выходили на туристические рынки, то есть они продвигали наши туристические услуги, которые были. Но это тоже реформы, понимаете, да, находить. То есть ответственно всегда относился и всегда выполнял свою работу правильно и без всяких нареканий. Назначение Астамурадлиба на должность главы администрации столицы в 2005 году было неожиданным для него. И тем не менее он активно взялся за работу, делая все, что мог для родного города. Наверное, помните, начались преображения в городе, начались покраски домов, ложили тротуары, инфраструктура наладилась. Он очень деятельный. Он рано утром в 5 часов, он мне часто тоже звонил, Рома, вместе поедем, он смотрел, тогда вот появились у нас первые машины, которые, значит, чистили тротуары, мели, а потом за ними и водой убирали. Это вот при нем первые появились тогда машины. До последних дней жизни Астамурадлиб оставался директором пансионата «Айтар». Все его сотрудники, все, кто с ним дружил, очень тепло о нем отзываются. У него было очень много планов по благоустройству пансионата и близлежащего пляжа. К сожалению, этим планам не суждено было сбыться при его жизни. Астамуру Адлиба было всего 58 лет.